И, кстати, мне не стыдно ни за один свой фильм. Молодые не боялись стереотипы ломать, не боялись шокировать зрителя. Надоело смотреть эти сегодняшние комедии, там, «Завтра выйду замуж», «Послезавтра я женюсь». Там. Мы хотим серьезное кино, как вы снимали в свое время, 60-е годы. Им кажется, что они хорошее кино снимают. Там палец показал зрителю, они засмеялись, и они довольны. Нет, они не постарели. Нет. Некоторые даже ощущения, как будто вот недавно сняты вот, про путан, и старых, и молодых, проституток. Сегодняшняя тема, сегодняшняя наша боль. Как русское кино ворвалось в мировое кино. Так самобытно, ярко, неожиданно совершенно. Человек живет надеждами. Надежда умирает вместе с человеком. Кино – это мой крест, который я несу, нес и буду нести до конца, до самого конца. Вам бы не хотелось сейчас переснять некоторые свои вещи? Да, это фильмы своего времени, своего, так сказать, пространства, своего настроения, того самого 20 века. В основном я в 20 веке снимал, в прошлом веке. Поэтому они отвечают тем требованиям. Они были продиктованы проблемами того времени, той эпохи. Поэтому переснимать я не стал бы. Каждую неделю по 2 фильма моих вот, показывает. Я смотрю. Нет, они не постарели. Нет. Некоторые даже ощущения, как будто вот недавно сняты. Вот, например, там «Аномалия» про женщин, которые лечатся в диспансере от алкоголя, и про путан, и старых, и молодых, проституток. Сегодняшняя тема, сегодняшняя наша боль. Это мои дети, это мое творение. И я с уважением отношусь к каждому фильму. И, кстати, мне не стыдно ни за один свой фильм. Когда мы были студентами, мы подражали. Творчество начинается, в общем-то, с подражания. Любое творчество, пение, художественное, изобразительное, музыкальное или кинематографическое, театральное. Конечно, мы подражали. Мы подражали французской новой волне, Алену Рене, Гадару. Они вот так вот, Трюфо, они так вот ворвались в мировое кино очень смело, очень ярко, очень так самобытно. Как русское кино ворвалось в мировое кино. Тоже так, вот это чудо называют, так самобытно, ярко, неожиданно совершенно. Понимаете? Кстати, застрельщиком этого чуда был Чингис Тырыкулович Айтматов. На него мы опирались, и он нам, так сказать, морально поддерживал постоянно. Вот. Конечно, мы подражали. Когда он был председателем Союза кинематографистов, Дом кино гудел. Постоянные люди, постоянные приезжали из других республик, из других стран. И все хотели встретиться с Чингизом Тырыкуловичем, естественно. Айтматов находил время для каждого, чтобы пообщаться. Он был очень великодушным человеком в этом отношении. Для того, чтобы понять, что такое русское чудо, нужно вкупе все видеть. Фильмы Океева, и фильмы Ведугериса, и фильмы Шамшиева, и Кончаловского, первый учитель, и Шипитько, Зной. Вот это вот были все дипломные работы у всех. А потом вот эти дипломники стали впоследствии гордостью советского кино. Молодые не боялись стереотипы ломать, не боялись шокировать зрителя. Сегодняшние зрители, они понимают, они встречаются мне, говорят, когда вы начнете снимать, товарищи? А то надоело смотреть эти сегодняшние комедии, там, «Завтра выйду замуж», «Послезавтра я женюсь», там, однодневные там эти
кривляние на экране и так далее. Мы хотим серьезное кино, как вы снимали в свое время, 60-е годы. Мне говорят это, да. Они понимают. Они понимают. И мне кажется, это дилетанты просто. Мне их жалко. Наверное, талантливые ребята, если они так настойчиво стремятся стать кинематографистами. Им надо учиться. Они чувствуют, они фотоаппаратом вот, снимают друзей, там, знакомых, какое-то кривляние, что-то придумывают. Им кажется, что они хорошее кино снимают. Там палец показал зрителю, они засмеялись, и они довольны. Понимаете? Когда ты своим искусством удивляешь зрителя, это прекрасно. Как-то кто-то задал вопрос, зачем нужен театр? А кто-то из классиков сказал, помочь человеку жить. Правильно. Искусство дано помочь человеку жить. Цивилизация – это культура, а культура – это духовность. А бездуховное общество, оно гибельное. Хотим мы это или не хотим. Я после школы поступил в киностудию рабочим, потом ассистентом оператора, потом ассистентом режиссера был. И так я 2 года проработал на киностудии, а потом только поехал поступать в АВГИК. В те годы в любой вуз, чтобы поступать, надо было 2 года на производстве проработать. Вот такое было правило. Тогда не было интернета, не было вот этих печатных машин, которые там сейчас красиво там плакаты делают, там премьерные и так далее. И мы на счетах рисовали, брали фотографии из кадра и там рисовали, там Радж Капур в фильме, господин 420 там, и так далее, и так далее. У художника должен быть обязательно преграда, через которую он должен преодолевать. Вот когда есть преграда, у него появляется стимул к поиску. Как преодолеть эту преграду? А если нет преграды, он теряется. Сейчас нету цензуры. Нам говорят, снимай что хочешь, о чем хочешь, как хочешь. И нету ни Евтушенко, ни Акуджавы, ни Тарковского, ни Яселяни. Нету вот этих вот ярких личностей. Вроде бы все разрешили, потому что Феллини был прав. Когда нет преграды, художник теряется и не ищет, и не пытается искать, и не пытается экспериментировать. Сейчас развелись дилетанты. Дилетанты в искусстве, дилетанты в политике, дилетанты в экономике, дилетанты в науке. Развелось много дилетантов. Видите? Может быть, мне удастся все же снять свой фильм, еще один фильм. Может, это будет последний фильм, может быть, это будет самый дорогой фильм, может быть, это будет самый лучший фильм. Понимаете? Я надеюсь. Человек живет надеждами. Надежда умирает вместе с человеком. Надеяться надо. Это хорошее чувство. Надежда, любовь, вера. Понимаете? Вот. Нынешнему кинозрителю пытаться не все смотреть подряд, а отбирать и смотреть достойные картины. Может быть, это будут трудные картины, может, это будут неразвлекательные картины, но это будут фильмы, которые как-то отложатся в душе, в сердце, в сознании, и зритель будет все время приходить мысленно к этой картине. Посмотришь, вроде многое не поймешь, а потом чувствуешь, там проходит время, ты все равно возвращаешься мысленно там, к его картине. И все равно возвращаешься, начинаешь про себя размышлять об этой картине. Понимаете? Это и есть творчество, это и есть настоящее искусство.
Вот из той когорты старых режиссеров, первых режиссеров, я последний остался. Я был младший, я вот последний, 80-летний старик, но который еще пытается хорохориться и надеяться, что, может быть, еще снимет что-то, может быть, что-то. И я положил жизнь на плаху творчества. И в данном случае, так сказать, кино – это мой крест, который я нес и буду нести до конца, до самого конца. Я считаю, счастье в том, когда ты нужен, когда в тебе нуждаются. Вот в этом счастье. А когда ты не нужен, и о тебе даже не вспоминают вообще, значит, ты никто. Значит, ты никто. Значит, ты не можешь считать себя счастливым человеком. Конечно, говорят, счастье – это семья, это дети, это само собой. Это внуки, понимаете. Но истинное счастье вот для творческого человека, когда ты кому-то нужен, кому-то необходим.